Система очистки и обеззараживания водных ресурсов, имеющаяся в водоканала, позволяет обеспечивать город питьевой водой, которая соответствует всем нормативам вне зависимости от времени года и природных катаклизмов. Ее качество контролируется круглогодично на всех сооружениях. Кроме того, еженедельно проверяется бактериологический и химический состав воды. Во время паводка предпринимаются дополнительные меры, в частности, при необходимости проводится хлорирование. Хлорирование, конечно, будет проводиться, но только в период паводка, когда будет угроза попадания талых вод в наши системы, в колодцы, где проходят трубы водоснабжения. Ну, я думаю, это хлорирование не отразится на санитарных нормах, также на органолептических свойствах воды, потому что, в принципе, мы хлорирование будем делать в основном в скважинах, на первом, втором подъеме, а на третьем подъеме у нас стоят бактериологические установки бактерицидные, которые обеззараживают, и хлор практически в город, то есть на качество не поступит, люди не почувствуют практически. Пока талых вод немного, но Сибайводоканал и общество «Водосбыт» подготовились к паводку основательно. По очистным сооружениям тоже особого наплыва вод нет пока, но ждем опять, как будет таяние. Если будет сильное таяние, то основная проблема – это то, что в кварталах вскрывают колодцы, и там, где этой воды много скапливается, сливается вода талая туда. Соответственно, это влияет, конечно, на работу очистных сооружений, особенно на работу биологической очистки, потому что там живут специальные бактерии, которым нужна еда, это сточная вода. А раз ее нет, то разбавляется, то они испытывают голод, нехватку. То есть, поэтому нежелательно, конечно, чтобы вот это происходило. Но посмотрим, что весна нам принесет. Избежать такого сценария развития событий можно, если жители не будут вредить самим себе и не станут открывать колодезные люки в кварталах. Что же касается воды, которую пьют сибайцы, то по всем лабораторным показателям она отличного качества. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Карпова, телекомпания СТВ.